В мире, полном требований внимания, вас ждет послание от Бога. Слово Божье сегодня особенно приходит в ваше сердце как письмо любви и надежды. Это послание от Бога к вам, шепот с небес. Я здесь с каждым твоим шагом, каждым вздохом. Бог благ, истина, которая была открыта на протяжении веков и получила ответ глубоко в вашем существе. Сегодня Бог хочет окружить вас обещанием неизреченных благословений, охватывающих не только сегодня, но и завтра. Бог говорил с тобой сегодня. Это небесная сдержанность, которая переполняет повседневную жизнь и достигает сердца, как бальзам, лекарство для души, жаждущей надежды и любви. Это послание от Бога больше, чем слова утешения. Это напоминание о постоянном присутствии Бога и Его могущественной работе в вашей жизни. Бог говорит тебе сегодня: ты не одинок. Моя благодать и милость будут сопровождать тебя во все дни жизни твоей, во всякой трудности. В каждой слезе открывается милость Божия, печаль в радости. И мечты открыли новые пути. Пожалуйста, примите это послание Божьей благодати всем своим сердцем. Пусть эти слова станут благодатной почвой, на которой прорастут новые семена веры и надежды. Божья благодать окружает вас, Божье присутствие – ваша безопасная гавань, а Божье Слово – ваш путеводный свет. Это послание от Бога не пришло в ваше сердце в одночасье. Действительно, Бог направлял ваши путешествия и заставил вас слушать меня. Он в своей бесконечной мудрости решил, что сегодня тот день, когда нужно утвердить в вашем сердце, что Он будет помогать вам каждый день в трудную минуту. Слушайте не только свое сердце, но и свою душу. Вы обнаружите, что это откровение приходит к вам прямо из сердца Бога. Он тщательно планировал каждое слово, которое исходило из Его сердца, чтобы послать вам. Готовясь поговорить с вами, я почувствовал, как Святой Дух побудил меня помолиться за вас. Бог сказал мне напомнить каждому из моих сыновей и дочерей, что они – убежище и что враг никогда их не поймет. Несмотря на попытки врага подбодрить нас, мы выстояли. Зло может попытаться уничтожить нас, но оно не одолеет нас, как волна. Мы защищены от любого оружия, направленного на нас. С любовью скажите: «Моя вера сильна перед лицом невзгод». Сегодня Бог посылает вам громкое и ясное послание о том, что Он наблюдает за вами. Некоторые люди попытаются причинить вам вред, но будьте уверены, что Бог защитит вас от всякого вреда. Бог защитит тебя от давления и зависти и защитит тебя под своими сильными руками. Эта истина сильна, и, молясь вместе с вами, мы провозглашаем, что Бог – наша прямая помощь и что всякое зло, пытающееся прийти к Нему, падет перед Ним. Ваше существование сегодня – это не вещь, а Божий план. Вы не одиноки, и Бог хочет, чтобы я молился за вас. Я молюсь за вашу жизнь каждый день. Вместе мы решим проблемы, стоящие на пути вашего счастья, и разрушим барьеры, заставляющие вас плакать. Бог с вашей личной жизнью, карьерой, финансовой жизнью, здоровьем и здоровьем ваших близких и семьи. Поднимите руку и присоединяйтесь ко мне в заявление. Я верю, что преодолею трудности, с которыми сталкиваюсь, потому что Бог – мой помощник и всегда готов помочь мне в этом. Господь Бог – мое прибежище и моя сила. Поставьте лайк и поделитесь этим постом хотя бы с одним другом, которому стоит это послушать.
Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы видеть больше видео. У меня есть слова для вас в следующем сообщении. Пожалуйста, обратите внимание на дальнейшее развитие событий. Если вы столкнулись с трудностями или испытаниями, вы, возможно, почувствовали, как ваше сердце охладело от вашей веры в Небесного Отца. Но в ту темную и трудную ночь, с которой вы столкнулись, ваша вера была сильной, бурной и несправедливой. Бог наблюдает и дал обещание для вашей сегодняшней жизни. Бог пошлет самых могущественных ангелов, чтобы они забрали у вас то, что принадлежит вам поистине и вере, и это будет вам возвращено. Сообщения, дошедшие до вас в это время, не случайны, а благодаря простому и рассчитанному промыслу Божьему. Когда мой голос достигнет вас, наступит время задуматься о тех сферах вашей жизни, которые требуют восстановления и божественной связи. Пожалуйста, поделитесь этим с нами и сообщите, где бы вы хотели, чтобы это изменение произошло. Потому что помощь Божья – это не отдаленное обещание, а реальность. Скажите с уверенностью: вера в Бога – источник восстановления. Откройте для себя преобразующую силу благодарности с помощью журнала благодарности. Всего за несколько минут каждый день вы сможете обрести полноценную жизнь, счастье и гармонию. Нажмите на прикрепленную ссылку, чтобы получить журнал и начать свой путь благодарности уже сегодня. После молитвы приготовьтесь стать свидетелем проявления Божьего обеспечения в вашей жизни. Если вы не проголосовали за этот пост, поставьте лайк этому видео. Мы помогаем вам охватить больше таких же сердец, как ваши, которые ищут слов веры и надежды. Это непросто. Вот как вы ищете своего благословения. Теперь с непоколебимой верой присоединяйтесь к нам в молитве об этом заявлении с распростертыми объятиями. Бог восстановит все, что было потеряно, украдено или украдено из вашей жизни. Сейчас время Божьего наказания. Позвольте этой истине проникнуть в ваше сердце и скажите с убежденностью: «Я имею свое благословение, и я объявляю его с верой, молю Тебя на основании 91-го псалма». Будьте уверены, что эти небесные существа разорвут узы, связывающие вас, и защитят от атак тьмы. Я уверенно заявляю, что верю в Божью защиту и что я владею своей свободой и благословениями. Пожалуйста, оставьте в комментариях знак своего присутствия и веры в это время религиозного общения. Поделитесь своим именем, чтобы подтвердить свою веру в защиту всемогущего Бога и теневую защиту всемогущего Бога. Бог освобождает нас от каждой ловушки и боли, чтобы мы могли найти убежище и довериться Ему. Пусть Божья защита будет подобна крыльям вокруг тебя. Божья истина – это неприступный щит против неопределенностей ночи и угроз дня. Давайте укрепим нашу веру. Даже если перед нами падут тысячи людей, мы выстоим, потому что существует Божья праведность. Скажите с надеждой: «Я хожу с ангелами Божьими». В это время молитвы я прошу нашего Небесного Отца послать своих ангелов расположиться лагерем вокруг нас и защитить нас от угнетения и тьмы. Пусть праведность Божия идет перед нами, и слава Божия следует за нами в силе имени Иисуса. Я отвергаю все дела тьмы в нашей жизни, домах и семьях. И сейчас я призываю вас заявить о своей победе, поверить и стоять твердо.
Пусть эти слова станут знаком вашей веры, свидетельством вашей веры в совершенный Божий план для вашей жизни. Скажи: «Бог – мое прибежище». Бог выбрал правильный момент, чтобы Его Слово коснулось вашего сердца. Послание, которое мы получили сегодня, напоминает нам, что Бог – наша нынешняя помощь и всегда с нами, давая нам защиту и мир. Какой бы бурной ни была вода вокруг вас, вы знаете, что она не сможет вас утопить. Будьте сильны в своей вере, потому что зло не может победить тебя. Пусть Бог будет с тобой, защитит тебя от зла и зависти и откроет тебе путь к обретению счастья во всех сферах жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в этой молитве и поднимите наше сердце и голоса. Отче наш Небесный, да осветится Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе, но избавь нас от зла. Он сказал: «Моя жизнь в руках благословенного Господа». Беспокойство, стресс, беспокойство и благодарность могут переключить ваше внимание на то, что важно. Журнал благодарности – это пошаговое руководство к тому, как жить более яркой и полноценной жизнью. Не упустите шанс изменить свое мнение. Пожалуйста, напишите ссылку в поле для комментариев. В этой горячей молитве мы молимся Отцу. Тогда все имущество, эмоции, все, что было несправедливо удалено из вашей жизни, начнет обретаться снова. Это слово учит нас, что вместо стыда мы получим двойную честь. Я искренне верю, что пришло время вернуть свою жизнь, будь то финансовая, эмоциональная, здоровье вашей семьи или любая область, которая причиняет вам боль. Это мощное напоминание, особенно в те времена, когда наша вера может ослабнуть под тяжестью стресса, который давит на наше сердце и разум и даже причиняет физическую и эмоциональную боль. Враг может попытаться обескуражить нас или отвратить от Бога, но теперь мы говорим, что свободны от всякого разочарования. Объявите вслух: «На матч я надену одежду 2 размеров». Через силу слова мы видим, что так же, как Бог послал ангела, чтобы спасти Даниила из львиного рва, в это время будет послан ангел Божий ко всем, кто взывает о спасении. Рабство, боль, стресс и беспокойство всех видов, печаль и все формы угнетения теперь побеждены, и Бог работает, чтобы принести свободу и мир. Если это послание дойдет до вас, знайте, что это явный знак того, что Бог работает в вашей жизни, и призыв присоединиться к движению веры и надежды. Подпишитесь на наш канал, чтобы присоединиться к сообществу между верой и силой молитвы. Мы здесь, чтобы поддерживать друг друга и быть свидетелями чудес, которые творит Бог. Верьте в свою надежду, что моя помощь исходит от Бога, сотворившего небо и землю. Бог обещал: поскольку Он воззвал ко мне, я отвечу Ему, я пострадаю с Ним, я спасу Его и прославлю Его. Сегодня Бог поручил мне умолять тех, кто чувствует себя пойманным в ловушку планов врага. Поэтому верьте, что эта молитва – это щит, который защищает вашу жизнь, приносит свободу и показывает вам спасение, которое Бог приготовил для каждого из нас. Я говорю с уверенностью: победа подтверждается обетованиями Божьими. И если сила этих слов уже управляет вашим сердцем, пожалуйста, проявите свою поддержку, нажав кнопку «Нравится», воплотите свое вдохновение в жизнь и поделитесь этим видео, чтобы распространить послание веры. И не забывайте соглашаться с Божьими знамениями и всегда ходить во свете.
В этот момент глубокой веры я воззвал к моему Небесному Отцу во имя Иисуса. Совет: оставь этот жар, не беспокойся, отпусти печаль, отпусти тревогу, не волнуйся. Силой, данной мне, я отступаю сейчас от сил зла. Во имя Иисуса мы требуем свободы и защиты во имя Иисуса, мира и победы во имя могущественного Иисуса. Дорогой Отец, дай новую жизнь легким Твоих слушателей в это время. Защитите свои дома, свои семьи и покрасьте двери своих жилищ кровью драгоценного Агнца, сделав их мерзостью для других сил. Мы заявляем, что никакие силы будущего не смогут помешать исполнению воли Божией в вашей жизни. Я буду с уверенностью ждать и отвечать на ваши истории успеха. Поверьте всем сердцем и заявите в комментариях: «Верю в успех и держусь». Знайте, что это послание пришло к вам по уважительной причине и является знаком того, что Бог хочет увеличить свою силу и присутствие в вашей жизни. В это время тревог и внутреннего смятения Он теперь уверяет вас, что является помощником и готов заступиться за вас. Этими словами Бог касается вашего сердца посланием мира и спокойствия. Не позволяйте жизненным бурям затмить ваше видение. У них нет силы углубить вас. Аллилуйя! Будьте сильны в своей вере. Никакие трудности, никакие испытания, никакое зло не смогут победить вас. Это Божье обещание. Ибо Бог – твоя постоянная помощь, твоя несокрушимая скала и твое безопасное прибежище. Теперь я с уверенностью приглашаю вас поделиться своими именами в комментариях и присоединиться ко мне в этом мощном духовном откровении. С уверенностью заявите: «В моей жизни Бог – моя вечная помощь». Нас всегда окружают благословения, но иногда мы их не признаем. Журнал благодарности поможет вам открыть глаза на маленькие чудеса вокруг вас, новый день, новую и важную перспективу. Если у вас еще не было возможности сказать спасибо, перейдите по ссылке в поле для комментариев. Пожалуйста, нажмите кнопку «Мне нравится» под этим постом прямо сейчас. Это простое действие нам очень поможет, поскольку оно сообщит алгоритму YouTube о важности и ценности этой молитвы, что позволит ей достичь многих людей, которым необходимо услышать слова веры и надежды. И помните, что Бог верен и сдержит все свои обещания, данные вам. Пожалуйста, помните об этом убеждении. Потому что где бы вы ни находились, присутствие Бога видно. Битва может быть тяжелой, но победа, которую даст вам Бог, будет великой. Пока вы слушаете меня, действуют духовные силы. Бог вернет и вернет вам все, что было отнято у вас возле. Поверьте, ваша нынешняя ситуация, какой бы сложной она ни была, является убедительным свидетельством улучшения и свободы. Если вы верите, пожалуйста, следуйте за мной и повторяйте: «Победа, которая меня ждет, больше любой войны». Это время молитвы поможет вам снять невидимые цепи, которые могут сдерживать вашу жизнь. Мы все сталкиваемся с проблемами, которые кажутся непреодолимыми, но сегодня мы узнаем, как молитва и ангельское вмешательство могут изменить вашу жизнь и принести свободу, мир и новые начинания. Станьте свидетелем преобразующей силы веры и узнайте, как она может глубоко повлиять на каждый аспект вашего существа. Сегодня я прошу ангелов всячески защищать вас, защищать от всего зла и освобождать от всех препятствий.
Этот небесный эскорт обещает вам полный спектр впечатлений и гарантирует вашу свободу и безопасность на каждом этапе путешествия. Эта мощная молитва обещает благословение всем, кто примет ее с верой. У него хватило смелости сказать: «Я верю в свои благословения и признаю их». С твердой верой мы свидетельствуем о Божьей справедливости в отношении тех, кто творит зло, потому что мы нашли прибежище в Боге. В нашем доме никакая болезнь и немощь не приближаются к нам, потому что Бог послал своих ангелов защищать нас всеми способами, подтверждая свое обещание безопасности и защиты. Верь с верой во все мои дела. Я в безопасности, потому что меня защищают ангелы Божьи. В мире, полном требований внимания, вас ждет послание от Бога. Слово Божье сегодня особенно приходит в ваше сердце как письмо любви и надежды. Это шепот небес, который говорит: «Я здесь с тобой в каждом шаге, в каждом вздохе». Рассматривайте это письмо от Бога как приглашение признать красоту и доброту, которые Бог постепенно вложил в вашу жизнь. Бог благ, истина, которая была открыта на протяжении веков и получила ответ глубоко в вашем существе. Сегодня Бог хочет окружить вас неизмеримыми благословениями, обещает благословить вас сейчас и в будущем. Бог говорил с тобой сегодня. Это небесная сдержанность, которая врывается в вашу повседневную жизнь и входит в ваше сердце, как лекарство, бальзам для души, жаждущей надежды и любви. Это послание от Бога больше, чем слова утешения. Это напоминание о постоянном присутствии Бога и Его могущественной работе в вашей жизни. Бог сказал сегодня, что вы не одиноки, что Его благодать и милость будут сопровождать вас каждый день в вашей жизни, через каждое испытание, через каждую слезу. Божья благость проявляется, превращая препятствия в возможности, печаль в радость, а разбитые мечты в новые возможности. Пожалуйста, примите это послание Божьей благодати всем своим сердцем. Пусть эти слова станут благодатной почвой, на которой прорастут новые семена веры и надежды. Божья благодать окружает вас, Божье присутствие – ваша безопасная гавань, а Божье Слово – ваш путеводный свет. Это послание от Бога не просто пришло вам в голову. На самом деле, Бог побудил вас услышать то, что я хочу сказать. В своей вечной мудрости Он решил, что сегодня тот день, когда вы должны подтвердить в своем сердце, что Он будет помогать вам каждый день в трудную минуту. Слушайте не только свое сердце, но и свою душу. Вы будете знать, что это откровение приходит к вам прямо из сердца Бога. Он тщательно планировал каждое слово, которое исходило из Его сердца, чтобы послать вам. Готовясь поговорить с вами, я почувствовал, как Святой Дух побудил меня помолиться за вас. Бог сказал мне напомнить каждому из моих сыновей и дочерей, что они – убежище и что враг никогда их не поймет. Несмотря на попытки врага подбодрить нас, мы выстояли. Зло может попытаться уничтожить нас, но оно не одолеет нас, как волна. Защищая себя от любого брошенного в нас оружия, мы с любовью заявляем: «Моя вера непоколебима перед лицом невзгод». Бог говорит с вами сейчас со светом и силой, чтобы увидеть вас. Некоторые люди попытаются причинить вам вред, но будьте уверены, что Бог защитит вас от всякого вреда. Бог защитит тебя от давления и зависти и защитит тебя под своими сильными руками. Эта истина сильна, и, присоединяясь к вашей молитве,
мы вместе заявляем, что Бог – наша непосредственная помощь и что любое зло, которое встретится на нашем пути, падет перед Ним. Ваше существование сегодня – это не вещь, а Божий план. Ты не один. Бог хочет, чтобы вы молились за себя и молились за свою жизнь каждый день. Вместе мы решим проблемы, стоящие на пути вашего счастья, и разрушим барьеры, заставляющие вас плакать. Бог с вашей личной жизнью, карьерой, финансовой жизнью, здоровьем и здоровьем ваших близких и семьи. Поднимите руку и присоединяйтесь ко мне в заявлении. Я верю, что преодолею трудности, с которыми сталкиваюсь, потому что Бог – мой помощник, который всегда мне поможет. Бог – мое прибежище. Загляните за любовью, поставьте лайк и поделитесь этим постом хотя бы с одним другом, которому нужно его услышать. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше видео. У меня есть слова для вас в следующем сообщении. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, что ждет нас, и столкнуться с трудностями и трудностями. Хотя вы можете почувствовать, как ваше сердце охладевает, когда вы доверяете своему Небесному Отцу и исследуете свою веру. Это громко, бурно и несправедливо. Даже в темные и трудные ночи, с которыми вы сталкиваетесь, Бог наблюдает за вами. И теперь Бог пообещал вашу жизнь. Он пошлет самого могущественного ангела, чтобы забрать то, что у вас было отнято, то, что действительно принадлежит вам, и ваша вера будет восстановлена к вам. Сообщения, дошедшие до вас в это время, происходят не случайно, а благодаря могущественному провидению Божьему. Когда мой голос достигнет вас, наступит время задуматься о тех сферах вашей жизни, которые требуют восстановления и божественной связи. Пожалуйста, поделитесь этим с нами и сообщите, где бы вы хотели, чтобы это изменение произошло. Потому что помощь Божья – это не отдаленное обещание, а реальность. Скажите это с уверенностью. Вера в Бога – источник исцеления. Откройте для себя преобразующую силу благодарности с помощью журнала благодарности. Всего за несколько минут каждый день вы сможете обрести полноценную жизнь, счастье и гармонию. Нажмите на прикрепленную ссылку, чтобы получить журнал и начать свой путь благодарности уже сегодня. После молитвы приготовьтесь стать свидетелем проявления Божьего обеспечения в вашей жизни. Если вы не проголосовали за этот пост, поставьте лайк этому видео. Вы помогаете нам охватить больше сердец, которые, как и ваши, ищут слов веры и надежды. Это больше, чем жест, это способ попросить благословения. Теперь с непоколебимой верой присоединяйтесь к нам в молитве об этом заявлении с распростертыми объятиями. Бог восстановит все, что было потеряно, украдено или украдено из вашей жизни. Сейчас время Божьего наказания. Позвольте этой истине проникнуть в ваше сердце и скажите с уверенностью: «Я верю, что у меня есть благословение». Взывайте с верой: «Господь, благодарю Тебя, что рука Твоя дала мне победу». Моя молитва за вас основана на 91-м псалме, который напоминает нам, как сильно Бог заботится о нас. Он повелел ангелам защитить нас, открыть нам путь и защитить нас от всякого зла, в первую очередь. Будьте уверены, что эти небесные существа разорвут узы, связывающие вас, и защитят от атак тьмы. Я говорю это с уверенностью. Я верю в Божью защиту, и у меня есть свобода и благословение.
Пожалуйста, оставьте в комментариях знак своего присутствия и веры в это время религиозного общения. Поделитесь своим именем, чтобы подтвердить свою веру в защиту всемогущего Бога и теневую защиту всемогущего Бога. Бог спас нас от каждой ловушки и болезни, чтобы мы могли найти убежище, силу и веру в Него. Пусть Божья защита будет вокруг тебя, как плащ. Божья истина – это щит, который невозможно снять от неопределенности ночи или угроз дня. Давайте укрепим нашу веру. Даже если перед нами падут тысячи людей, мы выстоим, потому что существует Божья праведность. Божьи ангелы наблюдают за мной. В это время молитвы я прошу нашего Небесного Отца послать своих ангелов расположиться лагерем вокруг нас и защитить нас от угнетения и тьмы. Пусть праведность Божья идет перед нами, и слава Божья следует за нами в силе имени Иисуса. Я отвергаю все дела тьмы в нашей жизни, домах и семьях. И сейчас я призываю вас заявить о своей победе, поверить и стоять твердо. Пусть эти слова станут знаком вашей веры, свидетельством вашей веры в совершенный Божий план для вашей жизни. Скажи: «Бог – мое прибежище». Бог выбрал правильный момент, чтобы Его Слово коснулось вашего сердца. Послание, которое мы получили сегодня, напоминает нам, что Бог, наша помощь, всегда с нами и дает нам защиту и мир. Какой бы бурной ни была вода вокруг вас, вы знаете, что она не сможет вас утопить. Будьте сильны в своей вере, потому что зло не может победить тебя. Пусть Бог будет с тобой, защитит тебя от зла и зависти и откроет тебе путь к обретению счастья во всех сферах жизни. Молитесь вместе со мной во славе этого сердца и голоса: «Отец наш на небесах, да светится имя Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небесах. Всегда прости нас». Точно так же Он прощает и наши грехи. Он сказал: «Моя жизнь в руках благословенного Господа». Когда вы чувствуете стресс, тревогу или беспокойство, благодарность помогает вам перефокусировать внимание на то, что важно. Журнал благодарности – это пошаговое руководство к более яркой и полноценной жизни. Не упустите шанс изменить свое мнение. Пожалуйста, напишите ссылку в поле для комментариев. Среди этой горячей молитвы мы молимся Отцу. Тогда ты начинаешь снова обретать все хорошие чувства, все то, что было несправедливо отвлечено из твоей жизни. Это слово говорит нам, что мы не будем постыжены, но будем вдвойне прославлены. Я искренне верю, что пришло время вернуть свою жизнь, будь то финансовая, эмоциональная, здоровье вашей семьи или любой аспект вашей жизни, который причиняет вам боль и стресс. Это мощное напоминание, особенно в то время, когда вера, кажется, ослабевает под тяжестью стресса, давящего на наше сердце и умы. Враг может причинить нам физические и эмоциональные страдания, заставить нас потерять надежду и попытаться отделить нас от Бога. Но теперь мы требуем свободы от всякого разочарования. Мы объявляем об этом вслух. Я ношу 2 размера для своих сражений. Точно так же, как Бог послал ангела, чтобы спасти Даниила из львиного рва, так и все взывают о помощи в силе слова для людей этого времени. Все формы рабства, такие как боль, стресс, тревога, депрессия и другие формы угнетения, теперь устранены. Божья миссия направлена на то, чтобы принести свободу и мир.
Если вы получили это сообщение, знайте, что это не совпадение. Это явный признак того, что Бог работает в вашей жизни. Приглашение к движению веры и надежды. Подпишитесь на наш канал, чтобы открыть для себя спасительную силу молитвы и присоединиться к сообществу верующих. Мы здесь, чтобы поддерживать друг друга и быть свидетелями чудес, которые творит Бог. Верьте в свою надежду, что моя помощь исходит от Бога, сотворившего небо и землю. Бог обещал, Он воззвал ко мне, и я отвечу Ему, я вытерплю Его, я прославлю Его. Теперь Бог говорит мне, что я попал в ловушку замыслов врага для тех, кто так чувствует. Поэтому верьте, что эта молитва – это щит, который защищает вашу жизнь, приносит свободу и показывает вам спасение, которое Бог приготовил для каждого из нас. Я говорю с уверенностью, победа подтверждается обетованиями Божьими. Если сила этих слов растет в вашем сердце, пожалуйста, проявите свою поддержку, нажав кнопку «Мне нравится». Превратите свое вдохновение в действие и поделитесь этим видео, чтобы распространить послание веры. И не забывайте соглашаться с Божьими знамениями и всегда ходить во свете. В этот момент глубокой веры я воззвал к моему Небесному Отцу во имя Иисуса. Решение – выйди из этого больного тела. Слабость ушла, печаль ушла, дух тревоги ушел, силой, данной мне во имя Иисуса, я уничтожаю силы зла. Теперь мы провозглашаем свободу и защиту во имя Иисуса. Мир и победа во имя могучего Иисуса. Дорогой, Отец, дай новую жизнь легким Твоих слушателей в это время. Защитите свой дом и семью и откройте двери воинам, залитым кровью дорогого Агнца. Мы заявляем, что никакие силы будущего не смогут помешать исполнению воли Божией в вашей жизни. Я буду с уверенностью ждать и отвечать на ваши истории успеха. Поверьте всем сердцем и заявите в комментариях: «Верю в успех и держусь». Знайте, что это послание пришло к вам по уважительной причине и является знаком того, что Бог хочет усилить свое сильное присутствие в вашей жизни. В это время тревог и внутреннего смятения Он сейчас уверяет вас, что Он помощник, готовый заступиться этими словами. Бог касается вашего сердца посланием мира и спокойствия. Не позволяйте жизненным бурям затмить ваше видение. У них нет силы углубить вас. Аллилуйя, стойте твердо в своей вере. Никакие трудности, никакие испытания, никакое зло не смогут победить вас. Это Божье обещание. Ибо Бог – твоя постоянная помощь, твоя несокрушимая скала и твое надежное прибежище. С верой и надеждой поделитесь своим именем в комментариях и присоединяйтесь ко мне, чтобы поделиться этим мощным духовным откровением. С уверенностью заявите: «В моей жизни Бог – моя вечная помощь». Нас всегда окружают благословения, но иногда мы их не признаем. Журнал благодарности поможет вам открыть глаза на маленькие чудеса вокруг вас, на новые дни, на новые и полезные перспективы. Проверьте ссылку в поле для комментариев. Если вы еще не выразили свою признательность за этот пост, нажмите кнопку «Нравится» сейчас. Это простое действие нам очень поможет, поскольку оно сообщит алгоритму YouTube о важности и ценности этой молитвы, что позволит ей достичь многих людей, которым необходимо услышать слова веры и надежды. И помните, что Бог верен и сдержит все свои обещания, данные вам. Пожалуйста,
помните об этом убеждении. Потому что где бы вы ни находились, даже здесь присутствие Бога видно. Битва может быть тяжелой, но победа, которую даст вам Бог, будет великой. Пока вы слушаете меня, моя духовная сила работает, Бог работает энергетически, и все, что зло отняло у вас, будет возвращено вам. Поверьте мне, ваша нынешняя ситуация, хотя это и сложно, это сильный показатель улучшения и свободы. Если вы верите, пожалуйста, следуйте за мной и повторяйте: победа, которая меня ждет, больше любой войны. Это время молитвы поможет вам снять невидимые цепи, которые могут сдерживать вашу жизнь. Мы все сталкиваемся с проблемами, которые кажутся непреодолимыми, но сегодня мы узнаем, как молитва и ангельское вмешательство могут изменить вашу жизнь и принести свободу, мир и новые начинания. Станьте свидетелем преобразующей силы веры и узнайте, как она может глубоко повлиять на каждый аспект вашего существа. Сегодня я прошу ангелов Божьих всячески защищать вас, защищать от всякого зла и уберегать от всех проблем. Этот небесный эскорт обещает вам полный спектр впечатлений и гарантирует вашу свободу и безопасность на каждом этапе путешествия. Эта мощная молитва обещает благословение всем, кто примет ее с верой. У него хватило смелости сказать: «Я верю в свои благословения и признаю их». Поскольку мы сделали Бога своим убежищем и домом, мы с твердой верой свидетельствуем о Божьей справедливости по отношению к злодеям. Бог посылает ангелов, чтобы защитить нас всеми способами, подтверждая Божьи обещания безопасности и защиты, чтобы болезни и немощи не приближались к нам. Пожалуйста, твердо верь во все мои пути. В мире, где множество голосов требуют нашего внимания, я уверен, что тебя ждет послание от Бога, в то время как Божьи ангелы присматривают за мной, мое дорогое дитя. Сегодняшнее послание от Бога приходит к вам как письмо любви и надежды, особенно к вашему сердцу. Это послание от Бога к вам — шепот с небес. Я здесь с каждым твоим шагом, каждым вздохом. Рассматривайте это письмо от Бога как приглашение признать красоту и доброту, которые Бог постепенно вложил в вашу жизнь. Бог благ, истина, которая была открыта на протяжении веков и получила ответ глубоко в вашем существе. Сегодня Бог хочет окружить вас бесчисленными благословениями, обещаниями благословений, которые охватят не только сегодня, но и завтра. Бог говорит с вами сегодня. Это небесная сдержанность, которая переполняет повседневную жизнь и достигает сердца, как бальзам, лекарство для души, жаждущей надежды и любви. Это послание от Бога больше, чем просто слова утешения. Это приглашение признать Его постоянное присутствие и мощную работу в вашей жизни. Бог говорит вам сегодня: ты не одинок. Моя благодать и милость будут с тобой каждый день твоей жизни, в каждой трудности, в каждой слезе. Божья благость превращает препятствия, печали в возможности, в радости. Она проявляется в изменении сломанного мечты в новые возможности. Примите это послание Божьей благодати с открытым сердцем. Пусть эти слова станут благодатной почвой, на которой прорастут новые семена веры и надежды. Божья благодать окружает вас, Божье присутствие – ваша безопасная гавань, а Божье Слово – ваш путеводный свет. Это послание от Бога не просто пришло вам в голову. Фактически, Бог повелел вам слушать то, что я говорю.
В своей бесконечной мудрости Он решил, что сегодня тот день, когда Он укрепит свое сердце и придет на помощь в трудную минуту. Слушайте свою душу так же, как и свое сердце. Вы будете знать, что это откровение приходит к вам прямо из сердца Бога. Он тщательно планировал каждое слово, которое исходило из Его сердца, чтобы послать вам. Готовясь поговорить с вами, я почувствовал, как Святой Дух побудил меня помолиться за вас. Бог велит каждому из своих сыновей и дочерей помнить, что они – убежище, чего враг никогда не поймет. Несмотря на попытки врага подбодрить нас, мы выстояли. Зло может попытаться разлучить нас, но оно не захлестнет нас, как волна. Заявите с любовью: «Моя вера сильна перед лицом невзгод». Бог говорит с вами сейчас со светом и силой, чтобы увидеть вас. Некоторые люди попытаются причинить вам вред, но будьте уверены, что Бог защитит вас от всякого вреда. Бог защитит тебя от давления и зависти и защитит тебя под своими сильными руками. Эта истина сильна, и когда я присоединяюсь к вам в молитве, мы вместе заявляем, что Бог – наша прямая помощь, и любое зло, которое попытается прийти к Нему, падет перед Ним. Вы сегодня здесь не случайно. Это Божий план. Ты не один. Бог хочет, чтобы вы молились за себя и молились за свою жизнь каждый день. Вместе мы решим проблемы, стоящие на пути вашего счастья, и разрушим барьеры, заставляющие вас плакать. Бог участвует в вашей личной жизни, в вашей профессиональной жизни, в ваших финансах, в вашем здоровье, в ваших близких и в вашей семье. Поднимите руку и присоединяйтесь ко мне в заявлении. Я верю, что преодолею трудности, с которыми сталкиваюсь, потому что Бог – мой помощник, который всегда мне поможет. Бог – мое прибежище. Загляните за любовью, поставьте лайк и поделитесь этим постом хотя бы с одним другом, которому нужно его услышать. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше видео. У меня есть слова для вас в следующем сообщении. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, что ждет, и столкнуться с трудностями и трудностями. Хотя вам может быть холодно, доверяя своему Небесному Отцу, подумайте о своей вере. Это громко, бурно и несправедливо. Даже в темные и трудные ночи, с которыми вы сталкиваетесь, Бог наблюдает за вами. И теперь Он пообещал о твоей жизни. Бог пошлет самых могущественных ангелов, чтобы они забрали у вас то, что принадлежит вам поистине и вере, и это будет вам возвращено. Сообщения, дошедшие до вас в это время, происходят не случайно, а благодаря могущественному провидению Божьему. Когда мой голос достигнет вас, наступит время задуматься о тех сферах вашей жизни, которые требуют восстановления и божественной связи. Пожалуйста, поделитесь этим с нами и сообщите, где бы вы хотели, чтобы это изменение произошло. Потому что помощь Божья – это не отдаленное обещание, а реальность. Скажите с уверенностью: вера в Бога – источник восстановления. Откройте для себя преобразующую силу благодарности с помощью журнала благодарности. Всего за несколько минут каждый день вы сможете обрести полноценную жизнь, счастье и гармонию. Нажмите на прикрепленную ссылку, чтобы получить журнал и начать свой путь благодарности уже сегодня. После молитвы приготовьтесь стать свидетелем проявления Божьего обеспечения в вашей жизни. Если вы еще не поддержали это сообщение,
мы рекомендуем вам сделать это сейчас. Помогите нам охватить больше таких сердец, как ваши, которые ищут слова веры и надежды, как в этом видео. Это не просто работа, а способ обрести благословение сегодня с непоколебимой верой. Раскройте свои объятия и присоединяйтесь к нам в молитве этой декларации. Бог восстановит все, что было потеряно, украдено или украдено из вашей жизни. Сейчас время Божьего наказания. Позвольте этой истине проникнуть в ваше сердце и скажите с уверенностью: «Я – мое благословение». Провозгласите с верой: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Твое вмешательство увенчалось успехом». Молюсь за вас на основании 91 псалма, который напоминает нам, как сильно нас ценит Бог. Он повелел ангелам защитить нас, открыть нам путь и защитить нас от всякого зла, в первую очередь. Будьте уверены, что эти небесные существа разорвут узы, связывающие вас, и защитят от атак тьмы. Я говорю это с уверенностью. Я верю в Божью защиту, и у меня есть свобода и благословение. Пожалуйста, оставьте в комментариях знак своего присутствия и веры в это время религиозного общения. Поделитесь своим именем, чтобы подтвердить свою веру в защиту всемогущего Бога и теневую защиту всемогущего Бога. Бог спас нас от каждой ловушки и болезни, чтобы мы могли найти убежище, силу и веру в Него. Пусть Божья защита будет подобна крыльям вокруг тебя. Божья истина – это неприступный щит против неопределенностей ночи и угроз дня. Давайте укрепим нашу веру. Даже если перед нами падут тысячи людей, мы выстоим, потому что существует Божья праведность. Скажите с надеждой: «Меня охраняют ангелы Божии». В это время молитвы я прошу нашего Небесного Отца послать своих ангелов расположиться лагерем вокруг нас и защитить нас от угнетения и тьмы. Пусть праведность Божья идет перед нами, и слава Божья следует за нами в силе имени Иисуса. Я отвергаю все дела тьмы в нашей жизни, домах и семьях. Сегодня я призываю вас заявить о своем успехе, поверить в него и поддержать его. Пусть эти слова станут знаком вашей веры, свидетельством вашей веры в совершенный Божий план для вашей жизни. Скажи: «Бог – мое прибежище». Бог выбрал правильный момент, чтобы Его Слово коснулось вашего сердца. Послание, которое мы получили сегодня, напоминает нам, что Бог, наша помощь, всегда с нами и дает нам защиту и мир. Пожалуйста, знайте, какими бы бурными ни были воды вокруг нас, они не в силах нас утопить. Будьте сильны в своей вере, потому что зло не может победить тебя. Пусть Бог будет с тобой, защитит тебя от зла и зависти и откроет тебе путь к обретению счастья во всех сферах жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в этой молитве и поднимите наше сердце и голоса. Отец наш Небесный, хвали имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный дай нам сейчас, на земле, как на небе. И прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Он сказал: «Моя жизнь находится в руках благословенного Господа». Когда вы чувствуете тревогу, беспокойство или беспокойство, благодарность помогает вам переориентировать свое внимание на то, что важно. Журнал благодарности – это пошаговое руководство к более яркой и полноценной жизни.
Не упустите шанс изменить свое мнение. Пожалуйста, напишите ссылку в поле для комментариев. В этой горячей молитве мы молимся Отцу. Тогда ты начинаешь снова обретать все хорошие чувства, все то, что было несправедливо отвлечено из твоей жизни. Это слово говорит нам, что мы не будем постыжены, но будем вдвойне прославлены. Я искренне верю, что пришло время вернуть свою жизнь, будь то финансовая, эмоциональная, здоровье вашей семьи или любой аспект вашей жизни, который причиняет вам боль и стресс. Это мощное напоминание, особенно в те времена, когда наша вера может ослабнуть под тяжестью стресса, который давит на наше сердце и разум и даже причиняет физическую и эмоциональную боль. Враг может попытаться обескуражить нас или отвратить от Бога, но теперь мы говорим, что свободны от всякого разочарования. Объявите вслух: на матч я надену одежду 2 размеров. Мы знаем силой слова, что как Господь послал ангела спасти Даниила из львиного рва, так и ангел Господень будет послан в это время ко всем, кто взывает о спасении. Все формы рабства, такие как боль, стресс, тревога, депрессия и другие формы угнетения, теперь устранены. Божья миссия направлена на то, чтобы принести свободу и мир. Если вы получили это сообщение, знайте, что это не совпадение. Это явный признак того, что Бог работает в вашей жизни, и приглашение присоединиться к движению веры и надежды. Подпишитесь на наш канал, чтобы открыть для себя спасительную силу молитвы и присоединиться к сообществу верующих. Мы здесь, чтобы поддерживать друг друга и быть свидетелями чудес, которые творит Бог. Верьте в свою надежду, что моя помощь исходит от Бога, сотворившего небо и землю. Бог обещал, Он воззвал ко мне, и я отвечу Ему: я буду страдать, я спасу его, я прославлю его сейчас. Бог говорит мне, что я попал в ловушку планов врага для тех, кто так думает. Поэтому верьте, что эта молитва – это щит, который защищает вашу жизнь, приносит свободу и показывает вам спасение, которое Бог приготовил для каждого из нас. Я говорю с уверенностью, победа подтверждается обетованиями Божьими. Если сила этих слов растет в вашем сердце, пожалуйста, проявите свою поддержку, нажав кнопку «Нравится». Превратите свое вдохновение в действие и поделитесь этим видео, чтобы распространить послание веры. Пожалуйста, подпишитесь и продолжайте светить, чтобы не забыть знамения Божие. В этот момент глубокой веры я воззвал к моему Небесному Отцу во имя Иисуса. Мы заказали. Лихорадка, оставь это тело. Холод ушел. Печаль ушла. Дух тревоги ушел. Силой, данной мне во имя Иисуса, я уничтожаю все зло, которым приказываю. Силы отступить сейчас. Мы провозглашаем свободу и защиту во имя Иисуса. Мир и победа во имя могучего Иисуса. Дорогой, Отец, дай новую жизнь легким Твоих слушателей в это время. Защити свой дом, свою семью и сделай двери своего дома, покрытые кровью Агнца, мерзостью для врагов Твоих. Мы заявляем, что никакие силы будущего не смогут помешать исполнению воли Божией в вашей жизни. Я буду с уверенностью ждать и отвечать на ваши истории успеха. Поверьте всем сердцем и заявите в комментариях: «Верю в успех и держусь». Мне повезло, но иногда я этого не осознаю.
Журнал благодарности поможет вам открыть глаза на маленькие чудеса вокруг вас, на новые дни, на новые и полезные перспективы. Проверьте ссылку в поле для комментариев. Если вы еще не выразили свою признательность за этот пост, нажмите кнопку «Нравится» сейчас. Это простое действие нам очень поможет, поскольку оно сообщит алгоритму YouTube о важности и ценности этой молитвы, что позволит ей достичь многих людей, которым необходимо услышать слова веры и надежды. И помните, что Бог верен и сдержит все свои обещания, данные вам. Пожалуйста, помните об этом убеждении. Потому что где бы вы ни находились, даже здесь присутствие Бога видно. Битва может быть тяжелой, но победа, которую даст вам Бог, будет великой. Пока ты меня слушаешь, моя духовная сила работает, Бог работает энергетически, и все, что было у тебя отнято во зле, вернется тебе. Поверьте, ваша нынешняя ситуация, какой бы сложной она ни была, является убедительным свидетельством улучшения и свободы. Если вы верите, пожалуйста, следуйте за мной и повторяйте: «Победа, которая меня ждет, больше любой войны». Это время молитвы поможет вам снять невидимые цепи, которые могут сдерживать вашу жизнь. Мы все сталкиваемся с проблемами, которые кажутся непреодолимыми, но сегодня мы узнаем, как молитва и ангельское вмешательство могут изменить вашу жизнь и принести свободу, мир и новые начинания. Станьте свидетелем преобразующей силы веры и узнайте, как она может глубоко повлиять на каждый аспект вашего существа. Сегодня я прошу ангелов Божьих всячески охранять тебя, защищать от всякого зла и уберегать от всех трудностей. Этот небесный эскорт обещает вам полный спектр впечатлений и гарантирует вашу свободу и безопасность на каждом этапе путешествия. Эта мощная молитва обещает благословение всем, кто примет ее с верой. У него хватило смелости сказать: «Я верю в свои благословения и принимаю их как свои собственные». Мы свидетельствуем о справедливости против злодеев, потому что сделали Бога своим прибежищем и своим домом. Болезни и немощи не приближаются к нам, потому что Бог посылает ангелов, чтобы защитить нас всеми способами, подтверждая Божьи обещания безопасности и заботы. Верьте с убежденностью: «Мое дорогое дитя, я верен во всех своих путях, потому что ангелы Божьи защищают меня». В мире, полном требований внимания, вас ждет послание от Бога. Слово Божье сегодня особенно приходит в ваше сердце как письмо любви и надежды. Это послание от Бога к вам, шепот с небес. «Я здесь с каждым твоим шагом, каждым вздохом». Бог благ, истина, которая была открыта на протяжении веков и получила ответ глубоко в вашем существе. Сегодня Бог хочет окружить вас обещанием неизреченных благословений, охватывающих не только сегодня, но и завтра. Бог говорил с тобой. Теперь камни небесные, которые врываются в вашу повседневную жизнь и достигают вашего сердца, как бальзам, лекарство для души, жаждущей надежды и любви. Это послание от Бога больше, чем слова утешения. Это напоминание о постоянном присутствии Бога и Его могущественной работе в вашей жизни. Бог говорит вам сегодня: ты не одинок. Моя благодать и милость будут сопровождать тебя каждый день твоей жизни, в каждой трудности, в каждой слезе благость Божия очевидна, делая препятствия и печали превращая в возможности, разрушая мечты в новые возможности.
Пожалуйста, примите это послание Божьей благодати всем своим сердцем. Пусть эти слова станут благодатной почвой, на которой прорастут новые семена веры и надежды. Божья благодать окружает вас, Божье присутствие – ваша безопасная гавань, а Божье Слово – ваш путеводный свет. Этого послания от Бога недостаточно. Внезапно в вашем сердце Бог направляет ваше путешествие и заставляет вас слушать то, что я вам говорю. В своей вечной мудрости Он решил, что сегодня тот день, когда вы должны подтвердить в своем сердце, что Он будет помогать вам каждый день в трудную минуту. Слушайте не только свое сердце, но и свою душу. Вы будете знать, что это откровение приходит к вам прямо из сердца Бога. Он тщательно планировал каждое слово, которое исходило из Его сердца, чтобы послать вам. Готовясь поговорить с вами, я почувствовал, как Святой Дух побудил меня помолиться за вас. Бог сказал мне напомнить каждому из моих сыновей и дочерей, что они – убежище и что враг никогда их не поймет. Несмотря на попытки врага подбодрить нас, мы выстояли. Зло может попытаться уничтожить нас, но оно не захлестнет нас, как волна. Заявите с любовью: «Моя вера сильна перед лицом невзгод». Бог говорит с вами сейчас со светом и силой, чтобы увидеть вас. Некоторые люди попытаются причинить вам вред, но будьте уверены, что Бог защитит вас от всякого вреда. Бог защитит тебя от давления и зависти и защитит тебя под своими сильными руками. Эта истина сильна, и когда я присоединяюсь к вам в молитве, мы вместе заявляем, что Бог – наша прямая помощь, и что любое зло, которое попытается прийти к Нему, падет перед Ним. Вы сегодня здесь не случайно. Это Божий план. Вы не одиноки, и Бог хочет, чтобы я молился за вас. Я молюсь за вашу жизнь каждый день. Вместе мы решим проблемы, которые сдерживают вашу веру, и разрушим барьеры, заставляющие вас плакать. Бог с вашей личной жизнью, карьерой, финансовой жизнью, здоровьем и здоровьем ваших близких и семьи. Поднимите руку и присоединяйтесь ко мне в заявление. Я верю, что преодолею трудности, с которыми сталкиваюсь, потому что Бог – мой помощник и всегда готов помочь мне в этом. Бог – мое прибежище и Бог – моя сила. Остановись ради любви. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим постом хотя бы с одним другом, которому нужно его услышать. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше видео. У меня есть слова для вас в следующем сообщении. Пожалуйста, обратите внимание на дальнейшее развитие событий. Перед лицом трудных времен и испытаний вы, возможно, почувствовали, как ваше сердце охладело от вашей веры в Небесного Отца. Однако подумайте о своих убеждениях. В темную и трудную ночь, с которой вы столкнулись, разразилась сильная буря несправедливости. Бог наблюдает. И теперь у Бога есть обещание для вашей жизни. Он пошлет самого могущественного ангела, чтобы забрать то, что у вас было украдено, то, что действительно принадлежит вам, и ваша вера будет восстановлена. Это послание, дошедшее до вас, происходит не случайно, а в результате рассчитанного послания Божьего послания. Когда мой голос достигнет вас, наступит время задуматься о тех сферах вашей жизни, которые требуют восстановления и божественной связи. Пожалуйста, поделитесь этим с нами и сообщите, где бы вы хотели, чтобы это изменение произошло.
Потому что помощь Божья – это не отдаленное обещание, а реальность. Скажите с уверенностью: вера в Бога – источник восстановления. Откройте для себя преобразующую силу благодарности с помощью журнала благодарности. Всего за несколько минут каждый день вы сможете обрести полноценную жизнь, счастье и гармонию. Нажмите на прикрепленную ссылку, чтобы получить журнал и начать свой путь благодарности уже сегодня. После наших молитв будьте готовы стать свидетелями того, как поклонение Богу мощно проявляется в вашей жизни. Если вы еще не поддержали это сообщение, мы рекомендуем вам сделать это сейчас. Помогите нам охватить больше таких сердец, как ваши, которые ищут слова веры и надежды, как в этом видео. Это больше, чем жест, это способ попросить благословения. Теперь с непоколебимой верой присоединяйтесь к нам с распростертыми объятиями в этой молитве откровения. Все потерянное украдено. Или если он украл твою душу, он вернет ее. Сейчас время Божьего наказания. Напомните себе об этой истине и с уверенностью скажите: «Я благословлен». С уверенностью заявляю: «Я благодарен за ваше послание, которое уверяет меня в успехе». У Бога есть кое-что для вас. Он повелел ангелам всячески охранять нас и оберегать от всякого зла, видимого и невидимого. Будьте уверены, что небесные существа разорвут узы, связывающие вас, и защитят от атак тьмы. Я говорю это с уверенностью. Я верю в Божье благословение, свободу и благословение в это время общения. Оставьте след своего присутствия и веры в комментариях. Поделитесь своим именем, в котором мы подтверждаем свою веру в защиту Всевышнего, защиту Всевышнего. Бог спас нас от каждой ловушки и болезни, чтобы мы могли найти убежище, силу и веру в Него. Пусть Божья защита будет подобна крыльям вокруг тебя. Божья истина – это неприступный щит против неопределенностей ночи и угроз дня. Давайте укрепим нашу веру. Даже если перед нами падут тысячи людей, мы выстоим, потому что существует Божья праведность. Скажите с надеждой: «Меня охраняют ангелы Божии». В это время молитвы я прошу нашего Небесного Отца послать своих ангелов расположиться лагерем вокруг нас и защитить нас от угнетения и тьмы. Пусть праведность Божия идет перед нами, и слава Божья следует за нами в силе имени Иисуса. Я отвергаю все дела тьмы в нашей жизни, домах и семьях. И теперь я призываю вас продолжать заявлять, верить и принимать свой успех. Пусть эти слова станут знаком вашей веры, свидетельством вашей веры в совершенный Божий план для вашей жизни. Скажи: «Бог – мое прибежище». Бог выбрал правильный момент, чтобы Его Слово коснулось вашего сердца. Послание, которое мы получили сегодня, напоминает нам, что Бог, наша помощь, всегда с нами и дает нам защиту и мир. Пожалуйста, знайте, какими бы бурными ни были воды вокруг нас, они не в силах нас утопить. Будьте сильны в своей вере, потому что зло не может победить тебя. Пусть Бог будет с тобой, защитит тебя от зла и зависти и откроет тебе путь к обретению счастья во всех сферах жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в этой молитве и поднимите наше сердце и голоса. Отец наш Небесный, свети имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Накорми нас сейчас и прости нам наши грехи,
как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Он сказал: «Жизнь моя в руках благословенного Господа».